Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вначале вкратце обозначим главные темы. Экономичность, экологичность и больший ресурс. С Новым годом, с новыми станциями. В каких районах республики сегодня открылись газозаправочные станции, расскажет Салават Мухаммадуллин. 100 новых заболевших COVID-19 за одни сутки. Всего с начала учебного года заболело 80 школьников, 71 студент, 134 педагога. Почему в Татарстане растет число заболевших коронавирусной инфекцией, узнавала Юлия Гоголева. Они рискнули своими жизнями, чтобы спасти чужие. Я не сразу испугался, пришел девочке на помощь. О героях нашего времени Рамиль Галиулян. Их многотысячное потомство по всему Татарстану и не только. Дочери этого быка дает по 10 тысяч килограмм молока при жирности 4,2. Как в Высокогорском районе воспроизводят лучшие мировые породы быков? Подробности у Натальи Мезиной. Новогодний подарок получили сегодня автолюбители, которые ездят на газу. В Татарстане открыли сразу 4 новых газозаправочных станции. Старт их работе дал Рустам Минниханов. Таким образом, инфраструктура этого топливного рынка расширяется, и уже 9 тысяч авто переведены на метан. В Татарстане сразу несколько программ по развитию этой сферы. Из бюджета водители получают субсидии, чтобы переоборудовать свой транспорт. Как природный газ становится доступнее и в чем его выгода, разузнал Салават Мухаммадуллин. 3, 2, 1, пуск! Одно движение, 4 новых газозаправочных станции открыты. Пропускная способность татарстанских метановых заправок увеличилась на 700 автомобилей. Во-первых, мы стимулируем, благодаря федеральной поддержке, приобретение транспорта на газомоторном топливе. Второе, у нас есть программа перевода на газомоторное топливо. Я уверен, что все, что мы делаем, делается во благо нашей экологии. Заправки сегодня открылись в Заинске, Нурлате, Менделинске и Актаныше. После установки газового оборудования ими могут пользоваться водители и легковушек, и грузовиков, и автобусов. Строительство автоматических газонаполнительных компрессор-станций город Мурмат завершено. Объект к пуску готов. Заинтересованы для сельскохозяйственных тракторов, зерноуборочных комбайнов. Намного это экономнее, дешевле. Главное преимущество природного газа для потребителей – это цена. За 1 кубометр 19 рублей. Для примера, литр 92-го бензина сейчас стоит порядка 42 рублей. Экономичнее, экологичнее. Газа у нас много. Двигатели имеют намного больше ресурсов. Уже в следующем году планируется строительство еще 11 таких газозаправочных станций по всей республике. При этом будет увеличиться и парк, работающий на сжатом газе. На сегодня в республике 28 газовых метановых заправок и почти 9 тысяч автомобилей на природном газе. В будущем мы планируем в следующем году построить 2 станции, но нужно учитывать, что сейчас рынок газомоторного топлива стал привлекателен для частных инвесторов. Газомоторное топливо сейчас выходит в тренды по всей России, и Татарстан на метановом рынке уже в лидерах. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Заинский район. И сегодня Рустам Минниханов запустил на Танеко новое производство дизельного топлива. Благодаря установке ежегодный объем производства дистоплива Евро-6 вырастет с 4 до 7,5 миллионов тонн. В этот проект компания «Татнефть» вложила более 16 миллиардов рублей. Работы шли около 3 лет. Как доложили президенту, 95% оборудования произведено в России. Несмотря на пандемию, все инвестпрограммы компании в области нефтепереработки сохранены в полном объеме. Всего в этом году на комплексе Танеко введено в эксплуатацию уже 4 новые высокотехнологичные установки. Нефтеперерабатывающий комплекс Танеко радует нас новыми объектами. То, что сегодня мы открыли, то, что у нас в первом квартале завершим, ну и комплекс замедленного коксования, вот 3 крупных проекта. Уверен, что со всеми мы с поставленными задачами справимся, потому что на самом деле на стройке сформировалась дружная, работоспособная, которая решает самые трудные задачи команда. Побывал сегодня Рустам Минниханов и в Альметьевске. Здесь он посетил одно из современнейших медицинских учреждений – радиологический корпус онкодиспансера. О вкладе нефтяников в социальную инфраструктуру Алия Хайрудинова. Наконец-то мы сегодня сдаем
объект. Новое здание, современное оборудование, а значит и возможности. Все для того, чтобы выявить онкологию на раннем этапе и как можно быстрее начать лечение. Рустаму Минниханову рассказывают, что для этого сделано. Кабинеты лучевой терапии, комплекс гамма-терапии. Президенту интересно все. Оборудование нацелено не потому, что тяжелые случаи, а только для того, чтобы пораньше выявлять. Альметьевский филиал онкодиспансера работает уже 10 лет. Обслуживает около 700 тысяч жителей Юго-Востока. Однако радиотерапия здесь до сих пор не применялась. Пациенты ездили в Казань. Теперь при поддержке нефтяников построен и оснащен радиологический корпус. Он позволяет в смену проводить до 60 сеансов. Рустам Минниханов отметил большой вклад Татнефти в реализацию важного для всего нефтяного региона проекта. Позже президент принял участие в заседании Совета директоров компании. Здесь рассмотрели исполнение бюджета на текущий год и утвердили на следующий. Подвели итоги проведенных геологических исследований. Кроме Татарстана, они проходят в Самарской и Оренбургской областях. Алия Хайрудинова, ТНВ, Альметьевск. 4 новых случая смерти от коронавируса подтверждено в Татарстане за сутки. Это женщины 83, 63 и 55 лет, а также 44-летний мужчина. Таким образом, общее число погибших в республике от COVID-19 достигло 174. В выходные Татарстан перешагнул отметку 100 заболевших за сутки. Сегодня в республике еще сотня новых случаев. В России тем временем сегодня новый антирекорд – 29 350 заразившихся. Большинство по-прежнему в Москве, почти 8 тысяч человек. В Санкт-Петербурге наблюдается небольшое снижение числа больных – 3752 человека. В Нижегородской области 501 случай. У соседей в Ульяновской области 285 заразившихся за сутки, в Самарской 305, в Чувашии 127, в Мариэл 53, в Башкортостане 158. Татарстанцы начали получать новогодние выплаты на детей в размере 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет. Напомним, о таком пособии Владимир Путин объявил на большой пресс-конференции 17 декабря. Деньги поступают автоматически на основании ранее поданных заявлений. Обращаться за выплатой нужно лишь в 2 случаях. Если ребенок родился после июля 2020 года или если поменялись реквизиты счета. Всего такое пособие получит 405 тысяч татарстанцев. В Татарстане расширили список тех, кто может сделать бесплатную прививку от ковид «Спутник Ви». Если до этого были врачи, учителя, специалисты Роспотребнадзора и работники транспортной сферы, то сейчас это полицейские, призывники, волонтеры и другие. Какова в республике эпидобстановка за 10 дней до Нового года? Все последние новости Юлии Гоголевой. 100 новых заболевших коронавирусом за сутки. Еще месяц назад в Татарстане этот показатель был почти вдвое меньше. Это не случайно. По данным Роспотребнадзора, предновогодний ажиотаж дает о себе знать. В предпраздничной суете, выбирая подарки для любимых, многие забывают мыть руки и, находясь в торговых центрах, не одевают маску. Летом у нас было такое при выезде на отдых. Тоже люди расслаблялись, забывали о предосторожности, о соблюдении мер профилактики. Поэтому все-таки на сегодня маски должны быть в приоритете. Про них забывать нельзя ни в коем случае, какие бы подарки вы ни выбирали. Информации о новом мутировавшем штамме коронавируса в Европе в нашем Роспотребнадзоре пока нет. Зато известно, кто еще, кроме врачей и учителей, может рассчитывать на бесплатную прививку от ковида. В список попали работники МВД, таможни, транспорта, волонтеры, госслужащие, студенты вузов, призывники и люди с хроническими заболеваниями. Предполагается первая партия поступлений 3370 доз, 2900 доз уже поступило в республику. Эта работа начинается, около 200 человек привито. Основная часть придется на текущую неделю. По данным Минздрава, бесплатные лекарства от ковид получили уже 14 тысяч жителей республики. Еще в прошлую среду их было 11 тысяч. С начала учебного года коронавирусом в Татарстане заболели 80 школьников, 71 студент и 134 педагога. 30 учебных заведений, где обнаружены инфицированные, сейчас под наблюдением. Юлия Гоголева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Масштабные программы в сфере дорожного строительства ждут Татарстан в 2021 году. Это многокилометровые обходы Казани и Челнов, строительство нового моста через Свиягу и реконструкция подъездных путей к аэропорту Казани. Детали в репортаже Светланы Звонаревой. Длина мостов после реконструкции станет в 2 раза больше. Работы на Свияге начали год назад. Сейчас здесь возводят опоры и приступают к сборке металлических блоков для нового моста. После его открытия приступят к реконструкции старого.
Таких сложностей нет. Поэтому параллельно на стороне уже надвижка сделана. Сейчас уже практически вышли на следующий год. Мы этот мост построим и переключим движение, чтобы уже приступить к ремонту существующего моста. Еще один большой проект этого года – оснащение линиями электропередач федеральных автодорог, которые проходят через 25 населенных пунктов. Плохое освещение, как правило, одна из главных причин смертельных ДТП на трассах. На сегодня мы в Бавлах завершаем работу. Завершили работу уже в рамках Казань-Буэнос-Ульяновск и на подъезде к городу Ижевска. Если говорить о планах на следующий год, то главный проект – строительство обхода набережных Челнов. Его общая протяженность – 89 километров. Эта автодорога пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы. Проект должен реализоваться к 2024 году. То есть мы должны поехать в 2024 году по этой дороге. Приступили к реконструкции подъезда к международному аэропорту Казань. Проектом предусмотрено строительство 4-полосной дороги в 6 километров и строительство разворотной эстакады в районе Казань-Экспо. В предстоящем году планируют построить и северный обход Казани. Это участок протяженностью более 300 километров. Светлана Звонарева, Фейруза Мазитова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Мы начали гореть синим пламенем. Стыд и позор. Ильсур Медшин сегодня отчитал транспортников в Казани и потребовал разобраться в причинах пожаров общественного транспорта. С начала этого года в столице республики загорелись 3 автобуса и 3 трамвая. Руководители ПАТП и специалисты, ответственные за техэксплуатацию, наказаны. Как показали проверки, плановый ремонт техники нужно проводить после 600 тысяч пройденных километров. В данном же случае пробег автобусов был свыше 800 тысяч. Вышло срок эксплуатации, надо менять. Ездить вот на авось, что мы доедем, на самом деле стыд и срам, позор просто. Никто вечно не пришел, ни один из директоров, и депутаты Госсовета в том числе. Или наведите порядок, или пусть на их место перейдут те, которые не безразличны. Бронзой не покрылись и в статую не превратились. И сегодня прокуратура Казани сообщила об итогах проверки по факту возгорания 3 пассажирских автобусов. Как выяснилось, некоторые из них эксплуатировались с нарушениями требований безопасности. В автобусе устанавливали незаводское оборудование, зарядное устройство, аудиоаппаратуру. Ведомство обязало руководителей ПАТП устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Героями не рождаются, героями становятся. Сегодня в Казани наградили тех, кто в этом году совершил настоящий подвиг. Это рядовые жители нашей республики. Некоторым из них нет и 10 лет. О героях нашего времени Рамиль Галиуллин. Сегодня Флорид заслуживает таких же громких и продолжительных аплодисментов. Теперь 15-летний Флорид Садриев, обладатель республиканской премии «Герой нашего времени». В начале года он спас соседа из горящего дома. Тогда о нем говорила вся республика и аплодировала ему вместе с президентом. Себя героем чувствую, потому что спас жизнь человека. Вот это самое главное. Предлагаю сегодня Анечке аплодировать громко-громко. И таких бесстрашных героев сегодня больше 60. Кому-то за 30, кому-то нет и 10. Например, 7-летний Радмир. О его поступке мы рассказывали в сентябре. Мальчик спас соседскую девочку от педофила, позвав взрослых на помощь. Я не сразу испугался, пришел девочке на помощь. Это хороший поступок. Они тоже герои. Нагрудные знаки по праву получают сегодня волонтеры и медики. Те, кто во время пандемии каждый день на передовой. Каждый волонтер, мне кажется, так думает, а кто если не я? Пандемия затронула каждого, и нас в том числе. Одни, рискуя своей жизнью, спасали чужие. Другие своим талантом удивляли всю страну. Даже самые маленькие порой вынуждены вступать в борьбу со стихией, с проблемами, с заботами и очень часто не детскими. Награда присуждается с 2016 года. За это время ее получили десятки татарстанцев. Те, кто доказали, что у героизма нет возраста, есть только храброе сердце. Рамиль Галиуллин, Адельмен Дубаев, ТНВ, Казань. В Татарстане обнаружили африканскую чуму свиней. В Елабужском районе на территории национального парка Нижняя Кама нашли 12 мертвых диких кабанов. Первые пробы подтвердили наличие у животных чумы. Как говорят ветеринары, в 25 регионах России уже зафиксированы такие вспышки. Среди них и наш сосед Самарская область. В Татарстане, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, перенесли на 20 километров кормушки для диких животных на территориях, граничащих с другими регионами. Напомним, африканская чума опасна тем, что может произойти массовый падеж свиней.
Регулярно проводим регулирование численности кабанов. Помимо регулирования, все пробы, 100% пробы у нас от всех кабанов, отстрелянных в результате любительской спортивной охоты. А теперь о главном символе наступающего года. В Татарстане успешно живут и трудятся во благо демографии американские европейские быки. Почти полвека они элита татарстанского животноводства и многодетные отцы. Их дети сейчас живут не только в республике, но и далеко за ее пределами. С молодыми и опытными производителями познакомилась Наталья Мезина. Громкий рев и уверенный взгляд. Своим появлением бык моментально дает понять, кто здесь главный. На предприятии «Элита» 60 молодых племенных бычков. Каждого хоть на новогодний календарь. И у каждого уже 1000 сыновей и дочек по всему Татарстану. Дочери этого быка дает по 10 тысяч килограмм молока при жирности 4,2, содержание белка 3,2. А сыновья продолжают дело отцов. Предки элитных татарстанских быков из Америки, Германии и Нидерландов. Стоимость некоторых достигает $500 000 рублей. Уже в 5-летнем возрасте они весят по тонне. Здоровье отцов на зависть каждому. Дважды в неделю семенной материал у быков забирают в хранилище. Весь собранный материал целый месяц хранится строго при температуре минус 196 градусов. Это достигается с помощью вот такого жидкого азота. А уже перед тем, как отдать семя фермерам, материал снова проверяют на таком анализаторе. Такая программа сегодня единственная в Татарстане. С одного быка за год почти 20 тысяч таких пробирок. Говорят, результат 100%. Элиту берегут так, что без медкнижек допуск воспрещен. Даже журналисты снимают издалека. Какой-то бык поласковее любит, некоторые быки посуровее подход любят. В этом году запустили лабораторию по кормам. Это, опять-таки, уникальная лаборатория. В этом году предприятие заключило очередной контракт. До конца года поголовье пополнится европейскими бычками, не менее породистыми. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. Приставы простили долги патриарху речных перевозок. Обманутые туристы волжских путешествий не получат ни копейки. Все детали дела читайте в интернет-газете «Реальное время». Владимир Путин возглавил Госсовет России. Указ подписан сегодня. В его состав вошли руководители регионов, среди них и Рустам Минниханов, а также спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды и лидеры парламентских партий. Напомним, в функции Госсовета входят определение внешней и внутренней политики, а также вектор социально-экономического развития страны. Первый кубок после карантина и 6-й в истории клуба. Волейболистки «Динамо Акбарс» триумфально завершили свое выступление на финале 4. Их поздравил Рустам Минниханов. Телеграмму он направил в адрес главного тренера Ришата Гелизудинова, президента Федерации волейбола Фарида Мухамедшина и руководителя общества «Динамо» Азгата Сафарова. Цитата: «Благодарю вас всех за радость победы, за приумножение авторитета Татарстана в качестве одного из самых спортивных регионов страны». Это была непростая игра и долгожданная победа. Женская волейбольная «Эль-Классика» по традиции держала интригу до конца. Эмоции победительниц и полеты тренерских планшетов в сюжете Алмаза Гафиятова. Вот они секунды, ради которых девушки работают целый год. У всех слезы, проигравшая команда плачет от того, что остановилась в шаге от кубка, победители от радости. У женского волейбола на первом плане всегда эмоции. Как дела? Как дела? Новый кубок, весело! Sure, we are so happy. Там, говорят, просека наливают. Надо пойдет. Этот сезон был сложным вдвойне. Много отмененных матчей, а дальше плотный календарь. Во многих играх приходилось проводить по 5 партий. Все команды выступали на равных. Зрителей было мало, но близкие всегда рядом. Да маме по классике. Мама приехала из Новосибирска в гости на игру, специально на финал. И вообще так рада. Я еще и перед игрой потеряла. И я такая, где мама? И там... Но все, Хабаровск, Новосибирск, это потрясающе. Спасибо большое. Впервые казанские волейболистки одержали победу в Москве. До этого все кубковые финалы проводились в Казани. Это значит, динамовки смогли покорить для себя новую вершину.
Про статистику говорить, наверное, не буду, это уже отдельная тема. А по поводу победы мы уже не раз побеждали, это не первый раз, да. И все равно в любом случае, конечно, предыдущие кубки проходили в Казани, те, которые мы выиграли. Сейчас на данный момент, это не просто приятно, конечно, это есть определенного рода спортивное счастье, да, которое я испытываю сейчас на данный момент за гордость, за команду, за свою, за регион, за то, что у нас получилось сделать то, что мы планировали вот на этом этапе. Вам огромное спасибо большое. С наступающим Новым годом! Я вас всех люблю. Любви, счастья, красоты. Это была предновогодняя репетиция. Окунаться в праздничную атмосферу рановато. В конце декабря еще есть матч чемпионата России, а потом празднование 6-го кубка в истории. Пожалуй, самого долгожданного трофея за все эти годы. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Москва. Смартфоны в школы можно, но на уроки нельзя. Глава Минобрнауки республики сегодня высказался о желании школьников поснимать на видео учителей. На его взгляд, гаджеты только мешают образовательному процессу. К слову, именно обучению в республике, его будущему и текущим проблемам сегодня была посвящена итоговая встреча со СМИ. Здесь обсудили и вопросы национального образования, влияние коронавируса и проблемы питания. В республике продолжается модернизация системы питания в школах. Для нас, в первую очередь, это наши дети. Мы должны их кормить. Благодаря президенту нашей республики мы сейчас запускаем программу ремонта пищеблоков и оснащения пищеблоков. Вот знаете, вот таких программ нигде практически нет. Такие шедевры хранятся лишь в самых лучших музеях мира, а теперь есть и в Альметьевске. К Новому году компания «Татнефть» и банк «Зенит» сделали жителям необычный подарок. Какой? Узнаем далее. Новая мультимедийная выставка уникальной картины 16 века «Мадонна с младенцем». Полотно итальянского художника Бакьяки теперь могут посмотреть и альметьевцы. Выставку открыл глава «Татнефти» Наиль Маганов. Будет правильно по отношению к нашим землякам, что они, не выезжая куда-то, даже не выезжая, каждый день смогут сталкиваться и наслаждаться этой красотой. Этой картине 500 лет. Картины Бакьяки входят в число Золотого фонда мирового наследия и хранится в лучших музеях мира. Благодаря банку «Зенит» редкий шедевр пополнит коллекцию одной из галерей в Альметьевске. Банк, он достаточно давно и на регулярной основе участвует во всевозможных благотворительных проектах, проходящих на территории Республики Татарстан. Сейчас мы, благодаря поддержке компании «Татнефть», вносим еще более существенный вклад в формирование культурного кода города Альметьевска. Здесь установлена мультимедийная подложка. Она погружает в мир искусства. Есть и тач-панели. Благодаря цифровым возможностям нового центра посетители увидят работы и других мастеров. Посмотреть экспозицию можно в здании общественного центра «Алмет». Филюза Хамидуллина, Ирек Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Рекордное количество зрителей, почти 500 000 на одном концерте. Церемонию вручения национальной премии «Болгар Радио С» смотрели не только в Татарстане, но и по всему миру, как телетрансляцию на ТНВ и ТНВ Планета, так и в соцсетях канала. Победительницей конкурса «Золотой хит» стала наша соотечественница из Самары. В эти выходные подарок дошел до адресата. Секре башлагыз инде, куана башлагыз, ура кышкырыгыз, эмоцияларыгызды көрсөтүңүз. Сиз 12-ші iPhone иясы! Так, в прямом эфире Лилия Галиуллина узнала, что стала обладательницей смартфона последней модели. Счастливчика определили случайным образом прямо на сцене во время национальной музыкальной премии «Болгар Радио С». Девушка говорит, принять участие предложила мама. Говорит, вот я услышала через рекламу, что будет такой конкурс, давай поучаствуем. Я, говорит, в интернете, в Инстаграме ничего не понимаю, там что-то нужно сделать. Я такая захожу, давайте, думаю, посмотрю, что там, как там. Как раз маме Лилия и отправила новый подарок. Хоть мы и живем в другом регионе, но ТНВ и Болгар Радио С смотрим и слушаем постоянно. Очень рады победе. Розыгрыш смартфона от Болгар Радио С стартовал в начале ноября. Участвовали больше 5000 человек. Мы организовали конкурс-опрос «Алтын хит», где наши слушатели, наши телезрители должны были отправить СМС с названием песни, которая они считают золотым хитом. Также заявки у нас принимались и через социальные сети. Впервые в истории премии вручение прошло в онлайн-формате. Любимым исполнителям зрители подпевали у себя дома. К слову, география конкурса давно шагнула за пределы Татарстана. Зрителями премии в этом году стали больше 400 000 человек. Только в сети ВКонтакте нас посмотрело более 120 000 интернет-пользователей. Что было приятно и особенно удивительно для нас, это не только Татарстан и Поволжье, но также и дальние регионы, где Тюмень,
допустим, да, Калининград. Световые эффекты, блестящие номера и 4 часа яркого шоу. Вот уже 8-й год зрители пишут историю вместе с исполнителями, сердцем выбирая свою песню года. Елена Веселова, Рамиль Галиуллин, Гульнас Сайфутдинова, Игорь Романов, Адель Миндубаев, ТНВ Казань. У нас на этом все к этой минуте. Далее о погоде. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! Морозный антициклон ослабевает и в Татарстане значительно потеплеет. Но в начале выпуска интересная информация. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе кухни обеденный стол в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани 2-167-166. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели и знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет облачно, местами небольшой снег. Значительно теплее, чем в прошедшие выходные, днем -10. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге морозы отступили. Даже в ночные часы сохраняется небольшой минус. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше небо затянуло облаками. Наблюдается небольшой снег. Слабый мороз около 5 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе облачно. Синоптики обещают снег. Температурный фон повысился, днем -4. Холодный атмосферный фронт уступил позиции более теплому и 22 декабря. В Болгаре, Држаном, Буинске будет облачно, местами снег и всего 4 мороза. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше без значительных осадков и сильных морозов не наблюдается, около -5. В ближайшие дни похолодания ждать не стоит. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» вместо хирурга роботы помогают избавиться от грыжи без операции. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Прямо сейчас запишитесь на прием в «Доктор Ост» за полцены. Спешите выбрать новогодние подарки любимым в сети ювелирных магазинов «Изумруд». Только до 31 декабря скидки до 60% на все ювелирные украшения из золота и серебра. Подробная информация во всех магазинах «Изумруд». Во вторник в Казани будет облачно, в первой половине дня небольшой снег. Ночью -6, днем 4 мороза. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 91%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами гололедица, будьте предельно внимательны. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника варикоза нет на Достоевского. 212 20 40.